Здравствуйте, вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. В Якутии 2022 год объявлен годом матери. В связи с этим намечены и в течение всего года будут реализованы многие планы по поддержке семей с детьми. О том, с какими итогами и с какими первыми изменениями вступила в этот год социальная сфера республики, мы поговорим с министром труда и социального развития Якутии Еленой Волковой. Елена Александровна, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, с какими итогами завершился год в сфере демографической политики нашей республики? 2021 год в сфере демографической политики для республики завершился с положительными итогами. На сегодня, как и прежде, республика занимает лидирующие позиции по демографическим показателям, в частности по рождаемости, по естественному приросту. Мы занимаем в стране 7-е место по рождаемости, а на Дальнем Востоке 1-е место. У нас в прошлом году родилось более чем 12 тысяч ребятишек. Характерно для нас, так скажем, увеличение количества многодетных семей, а рождаемость у нас в прошлом году поддерживается на положительных показателях за счет рождения третьих или последующих детей. Конечно, этому способствуют и те меры демографической и социальной поддержки, которые приняты, особенно в последние 3 года. Вы знаете, это в первую очередь национальный проект демографии, в рамках которого внедрены и ежемесячные выплаты при рождении детей до 3 лет. Это и выплаты, которые мы ввели в 2020 году для семей, нуждающихся в поддержке государства с детьми от 3 до 7 лет. И, конечно, в 2021 году была введена новая мера поддержки уже через Пенсионный фонд Российской Федерации по поручению президента. Для семей с детьми от 7 лет и старше до 17 лет эта поддержка была направлена и сейчас направляется на семьи с одним родителем. Но я хотела бы сказать, что меры поддержки увеличиваются не только в своем объеме, буквально за последние 3 года при этом объем увеличился в 4 раза. Сегодня только по линии Министерства труда и социального развития финансирование выросло до 14 миллиардов рублей именно на меры поддержки семей с детьми. И, конечно, происходит определенная систематизация. Как я уже сказала, выстраивается по этапам рождения детей система вот этих мер. И вот буквально в своем обращении президент страны Владимир Владимирович Путин поручил в ближайшее время, в ближайший год выстроить полностью всю цепочку мер поддержки материнства и детства, начиная с рождения и заканчивая до окончания школы. Здесь мне еще хотелось бы отметить, что развиваются не только финансовые инструменты поддержки семей с детьми в виде каких-то мер финансовой помощи, но и, конечно, такие меры, как усиляются, такие меры, как обеспечение местами в детских садах. Например, за последние годы в рамках национального проекта более чем 2500 мест было создано для детей, в частности, ясельные группы. У нас работает проект «Спорт. Норма жизни», в рамках которого развивается спортивная инфраструктура. Принимаются достаточно такие серьезные меры и в сфере здравоохранения, в сфере социальной защиты. В частности, по нашему направлению в прошлом 2021 году введен объект для социального обслуживания для престарелых и инвалидов в Вилюйском районе. В Намском районе началось строительство также дома для людей пожилого возраста, которым требуется особый забот и особое внимание. И будет создано комфортное проживание и в Намском районе. Поэтому все эти меры, они, конечно, безусловно, направлены на поддержание здоровья, на повышение продолжительности жизни, и, конечно, на обеспечение необходимых демографических показателей. В этом году учрежден целевой капитал «Дети столетия». Расскажите, пожалуйста, кому и как он оформляется, на что и когда можно потратить эти средства и использовать их.
У нас после родильного дома мама выписывается с ребенком, и после этого родители обращаются в органы ЗАГС для того, чтобы получить свидетельство о рождении ребенка. Так вот, вот этого достаточно. Да, не нужно обращаться отдельно с какими-то заявлениями, допустим, в орган социальной защиты, поскольку право на целевой капитал в дети столетия будет назначено в проактивном режиме, то есть без заявления. Органы ЗАГС нам передают необходимые сведения о регистрации акта гражданского состояния, о рождении. Значит, мы получаем эти сведения и проверяем буквально два признака. Первое, значит, родители должны быть гражданами Российской Федерации. И второй признак – это наличие прописки на территории Республики Саха-Якутия. Этого достаточно. Поэтому как только мы проверяем право, оно назначается, и мы уведомляем семью, что такое право семья получила любыми доступными способами. То есть это телефонный звонок, это СМС-оповещение и так дальше. Вот. А что касается непосредственно расходования этих средств, то направления расходования достаточно широки. Это и обеспечение жильем традиционно, это личное подсобное хозяйство. Можно направить средства на приобретение автотранспорта. Конечно, важно, что эти средства могут быть направлены на образование ребенка, на какие-то медицинские услуги, высокотехнологическую медицинскую помощь. Да. Также предусмотрен отдых родителей с этим, значит, с ребеночком. Да. И есть достаточно новые для нас направления. Это значит, вклад, можно открыть вклад на ребенка до 18 лет и оплатить расходы на добровольное страхование жизни и здоровья ребенка. По времени расходования целевого капитала это время оно не ограничено. Но традиционно с 1 января в республике увеличен прожиточный минимум для населения. В связи с этим увеличатся ли пособия и выплаты и насколько? Для трудоспособного он сегодня составляет 20 828 рублей, на ребенка 19 854. При этом, как вы знаете, размер прожиточного минимума, он дифференцирован в зависимости от территории проживания. Я сейчас озвучила в среднем цифры, допустим, в арктической зоне размер прожиточного минимума, значит, составит в течение года 24 369 рублей для трудоспособного человека, а на ребенка 23 229 рублей. Более подробно со всеми размерами, в том числе по зонам проживания, можно ознакомиться в наших социальных сетях и на нашем сайте министерства. Пожалуйста, обращайтесь. Вот, значит, ну что очень важно, тот факт, что с увеличением прожиточного минимума с 1 января автоматически все те пособия и выплаты, которые зависят от прожиточного минимума, они уже пересчитаны и, соответственно, повышены. С января, значит, те наши мамы, которые получают то или иное пособие, зависящее от прожиточного минимума, они его получат уже в увеличенном размере. Закрывая тему поддержки населения, хочется спросить о социальном контракте. Когда в этом году можно гражданам уже подавать документы? Есть ли изменения в этой программе? У нас нет ограничений по времени подачи, то есть в любое время человек, который, значит, решил для себя, что он готов обратиться за социальным контрактом, собственно говоря, может обратиться в орган социальной защиты, либо, значит, в администрацию по месту жительства. Мы очень тесно работаем с органами местного самоуправления. Создаются специальные комиссии на уровне органа местного самоуправления, которые рассматривают, да, непосредственно ту ситуацию, в которую попал человек, и, значит, тот запрос на социальный контракт, который поступает. Вот, значит, что касается изменений, я бы хотела отметить, значит, 3 следующих момента, да, очень важных. Что у нас изменилось в 2021 году? Во-первых, расширены направления расходования. Кроме традиционных направлений, это содействие, значит, индивидуальной предпринимательской деятельности, это личное подсобное хозяйство и преодоление трудной жизненной ситуации на основании социального контракта, теперь можно, значит, получить поддержку на поиск работы. При этом поиск работы внутри этого направления достаточно широкие тоже возможности сегодня существуют. Мы оказываем поддержку на подготовку и переподготовку
человека, да, значит, оказывается материальная помощь на период, когда человек ищет эту работу, да. Соответственно, есть возможность оплаты стажировки непосредственно на предприятии, значит, на котором он планирует трудоустроиться. И вот если взять максимально, да, все этапы возможные в рамках направления и максимальное количество месяцев, оно может, значит, по обучению длиться до 3 месяцев, по стажировке до 3 месяцев. И вот максимально мы можем помочь человеку, да, значит, до 300 тысяч рублей. Вот. Это очень важное направление, поэтому, пожалуйста, обращайтесь, если вы испытываете трудности в поиске работы. Управление социальной защиты и органы занятости, с которыми мы это направление реализуем совместно, да, вам обязательно здесь помогут. Вот. И второй момент. Значит, в своем послании Государственному собранию Семен Сергеевич поручил увеличить государственную социальную помощь на основе социального контракта именно по направлению личного подсобного хозяйства в 2 раза. То есть поддержка будет в этом году осуществляться в размере до 200 тысяч рублей, и соответствующий нормативный акт мы уже подготовили, и в ближайшее время он будет подписан. И третье, что важно, да, значит, по всем направлениям, что касается поддержки индивидуальной предпринимательской активности, личного подсобного хозяйства, да, можно сегодня в рамках программы социальной адаптации предусмотреть средства не только на конкретное дело, но и предусмотреть, значит, помощь на подготовку или переподготовку. А это тоже дополнительная поддержка, соответственно, расширяются дополнительные возможности конкретно для человека. Глава республики объявил 2022 юбилейный для республики год Года матери в республике. Расскажите, пожалуйста, какие основные мероприятия в связи с этим планируется провести в Год матери в республике? В республиканском плане мероприятия направлены, начинаются как со здоровьем женщины, да, как, значит, охватывает направление личностного развития, воспитания ребенка, девочки как будущей матери, да, и, конечно, многие другие, включая поддержку общественных инициатив, да, женского движения. Вот. Ну и, конечно, в области социальной защиты, как мы уже сказали, это будет реализация целевого капитала «Дети столетия», это увеличение вознаграждения приемным родителям, да, то, что сегодня, значит, озвучил глава республики. Это, конечно, разработка дополнительных механизмов поддержки в рамках программы обеспечения жильем для семей с 5 и более детьми и так далее, и так далее. Конечно, план в ближайшее время, значит, будет утвержден, и мы его будем широко освещать в средствах массовой информации. Спасибо вам большое, Елена Александровна, что так подробно ответили на наши вопросы. Благодарю. Ну а я напомню, что сегодня в рамках актуального интервью мы разговаривали с министром труда и социального развития Якутии Еленой Волковой. Всего доброго и до новых встреч в эфире.